Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Какой будет ваша жизнь в 2022 году? Что будет происходить? Как вы себя будете чувствовать? Ну и, конечно, основные сферы вашей жизни просмотрим. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, какой будет моя жизнь в 2022 году. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. И пусть высшие силы вводят моими руками и дадут нам знать, дадут нам возможность увидеть будущее. Так, интересно. Ну, во-первых, у вас выходит чаша. Чаша выходит с перекосом на Луну. Вот она, видите, чаша. И здесь перекос. Вот она, Луна. Знаете, такое впечатление, что вы будете жить по интуиции. По интуиции, либо по чьим-то подсказкам. Вот здесь есть человек с рогами. Видите? Но этот человек, он идет как мудрец. Вот эти рога, они означают мудрость, видение. Видение того, что скрыто. Видение какой-то тонкой материи. Получение знаний свыше. У многих из вас появится вот такой гуру, наставник, человек, который будет вам помогать, человек, который будет вам подсказывать, который будет направлять, да, задавать вектор. И вы уже будете идти. С одной стороны, конечно, это здоровски, когда вам подсказывают, когда вам помогают, а с другой стороны, своей головой все-таки жить лучше. Вот как ни крути, да, своей головой жить лучше. Пусть вы будете ошибаться, пусть вы будете круги там где-то лишние наматывать, но тем не менее, жить по чужой указке, эта жизнь, знаете, немножечко как неполноценно идет. Но у многих отыграется, что вам это просто необходимо. Вы такое впечатление, да, вот по вот этим знакам, что вы ходите из каких-то очень затруднительных обстоятельств. То есть что-то в вашей жизни пошло не так. И вы прожили какой-то очень сложный период, когда было страшно, когда было одиноко, когда были лишения, когда были большие неприятности. И вы словно ребенок, который переродился. То есть многие прошли очень жесткую трансформацию. И понятно, что ребеночку очень важна поддержка тех, кто старше, тех, кто мудрее. Вот поэтому по этой Луне, да, вам в жизнь будет послан такой человек. Может быть, это не один человек, может быть, это будут разные люди, да, которые будут вам помогать, которые будут вас наставлять, которые будут вам подсказывать, что делать, как делать, куда пойти, чем заняться, где себя найти, да, как начать ходить, как выучить буквы, как начать разговаривать. Вот такой период происходит. Но при всем при этом вам обязательно нужно стараться все-таки подключать свой разум, подключать свою интуицию. И все, что вам будет сказано, вы должны взвешивать на своих внутренних весах. То, что вам кажется полезным и нужным, конечно же, принимайте. То, что вам кажется странным и непонятным, лучше отбрасывайте. То есть слепо идти по чужому мнению, по чужой указке и подсказке не стоит. Но тем не менее, я не вижу тут прям критичной ситуации, но я вас предупредила, да? Здесь у вас птица летит. Птица — это вестник хороших новостей. Она у вас идет с правой стороны, она идет у вас в самом корни рисунка. И это говорит о том, что в ближайшие, да, несколько месяцев вы будете получать очень важные судьбоносные какие-то весточки. Либо весточки, которые помогут вам поменять что-то в вашей жизни, переменить ситуацию. Дальше, мои дорогие, с левой стороны. С левой стороны у нас идет зависимость. Зависимость от обстоятельств, либо от какого-то человека. Человек какой-то странный. Он то приходит, то уходит. Ведет себя, знаете, как собака на сене, да? Туда-сюда, ушел, вернулся. Сегодня добрый, завтра злой. Человек как будто бы с вами играет. Но это не игра. У этого человека что-то не так, с ним что-то не так. А вы на себя это все принимаете. Вам кажется, что это из-за вас, либо
Может быть, вы недостаточно хороши, либо что-то делаете неправильно. Этот человек будет таким триггером. Вот весь год он будет вас раздражать. Будет он вас раздражать именно до той поры, пока вы ему не откажете. Вот просто скажете нет и все. Нет, не пущу, нет, не хочу, нет, уходи. До этого времени. У этого человека, ну, понимаете, над ним кто-то, видите, над ним какая-то вот химера есть. Эта химера может означать как плохую карму, так и негативное воздействие со стороны, ну, например, его окружения. Либо он сам такой ведомый человек. Но здесь, конечно, мужчина больше похож на мужчину. Мужчина, который любит жить широко, который любит развлечения, себя любит в этой жизни. Вот такой человек. Значит, чем раньше вы скажете «нет», тем меньше этот человек вас будет расстраивать и раздражать. У этого человека, знаете, как будто бы путь впереди открыт. Но он то ли ленится, то ли не хочет, то ли, знаете, как-то быкует просто, да. Привык, что вы безотказны, привык, что вы всегда готовы, ждете хлебосольное. Вот так себя и ведет. Здесь нужно будет немножечко этого человека на место поставить. Не бойтесь, что он уйдет, потеряется. Нет. Наоборот, ваше твердое «нет» заставит этого человека задуматься и действительно что-то в своей жизни поменять. Дальше, мои милые, здесь у вас цветочек. Смотрите, какой цветочек растет. Цветочек хороший знак. И вы вот видите здесь маленький такой человечек, который этот цветочек там поливает, удобряет, не знаю, там землю вскапывает. Значит, у вас в этом году будет какое-то новое дело, либо какая-то ситуация, которая будет развиваться. Это может быть связано с вашей работой, с вашей учебой, с вашими какими-то планами. Вам придется конкретно поработать над тем, чтобы вырастить этот цветочек и над тем, чтобы он дал прекрасные плоды. Быстрых результатов не будет. Здесь все результаты будут справедливыми. Сколько вы вкладываете, столько вы и получаете. И никак по-другому. С неба на голову просто так ничего падать не будет. Вам будут посылать возможности, а вы уж эту возможность раз получили в земельку, полили, удобрили и как бы ухаживаете, да, за этой возможностью, чтобы она росла, развивалась и вас радовала. В таком ключе будет у вас год идти. Возможностей будет, кстати, очень много. У вас, смотрите, сколько здесь дорог открытых. Все они в левой стороне. Это говорит о том, что они не по судьбе, что вот 100% случится, а то, что это возможно. Возможно пойти туда, возможно сюда, возможно объединить даже какие-то дороги. Поэтому здесь нужно будет очень много вам работать, засучить рукава и конкретно работать, пахать. Пахать в своей жизни на свое будущее. Вот так вот, мои дорогие. Здесь чем больше вы работаете, тем больше вам дают. Ни в коем случае вам нельзя будет в этом году на судьбу обижаться. Вообще нельзя. Как бы сложно вам не было, а я вижу, что у вас будут сложности, но они будут какие-то эмоциональные. То есть вы будете много переживать. Будете переживать, да, что делать, как делать, почему так произошло. Вот чем больше вы будете переживать и жаловаться, тем будут ужесточаться условия. Понимаете? Вот все, что будет происходить, принимайте с благодарностью. Благодарите, благодарите, что так, а не жестче. Благодарите, что вообще вам дали такую возможность. И, конечно же, работать, 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 усиленно работать. Здесь год очень такой благодарный будет. Чем больше работаете, тем больше получаете. Вы здесь за один год можете себе наработать на много-много лет вперед. Вот так идет. Дальше, мои милые, у кого-то из девушек мужчина доедет наконец-таки до вас. Тут какой-то заморский принц. Далекий от вас сейчас, но он стремится. Он стремится. Я вижу, что вы ждете, и он ждет этого момента. Встреча будет, возможность будет на брак, на счастье, на страсть, на эмоции. Все будет. Но этот человек будет настаивать на каком-то своем интересе. Интерес его может быть как, например, чтобы вы к нему поехали жить, либо чтобы вы вместе где-то в каком-то определенном месте жили. Может быть, какие-то условия у него даже будут. Это, конечно, все замечательно, и, конечно же, он имеет право, но вы про себя тоже не забывайте. Если что-то идет вразрез вашим желаниям, здесь нужно будет немножечко за себя побороться. Я понимаю, что любовь глаза застилает, но тем не менее.
Всегда будьте за себя, за своих детей, за то, что хорошо для вас. Человек этот никуда от вас не денется, он уже к вам привязан, может быть, там немножечко поломается, да, но все равно примет ваши условия. Девочки, которые в браке, в отношениях, причем достаточно давно. Мужчина старше 45 лет, у него могут быть проблемы со здоровьем, по здоровью могут быть проблемы. Это первые ласточки. И мужчина ваш, знаете, какой? Ну, такой вот он, как из железа сделанный, да? Либо он думает, что я там железо и бетон, что со мной может случиться? Я вечный просто, да? Либо относится как-то пофигистически к своей жизни, ну, типа, что есть, то есть, да? Что я могу с тем сделать? Вы должны очень тщательно следить за своим мужчиной и очень прям мгновенно, прям молниеносно реагировать на все изменения в его поведении, либо в его состоянии. Я не хочу никого пугать, я не скажу вам то, что вижу, я вас просто предупреждаю, что у человека могут быть проблемы по здоровью. И чем пристальнее вы будете за ним присматривать, чем быстрее вы будете реагировать, здесь, ну, вы продлите ему жизнь, да, вы продлите и спасете этого человека. Вот так я вам скажу. Я, конечно, желаю всем здоровья, я желаю, чтобы эта картинка навсегда осталась в этом песке и никогда не исполнилась, но тем не менее, вот вышел нам еще в правой стороне этот рисунок, это, кстати, начало года, где-то вот первая половина года. Будьте аккуратны, присматривайтесь к тому, как он себя ведет, что с ним происходит. Дальше, мои милые, по детям вопрос очень остро станет у кого-то в семье. То ли делить вы будете детей, то ли будете пытаться решить судьбу детей. У вас одно видение, а у, например, супруга другое, а у детей совершенно третье, да, вот как-то так будет. Значит, не деритесь, не бодайтесь, не тратьте свои драгоценные дни жизни на споры, ссоры, а лучше поступите так, как хочет ваш ребенок. Это его жизнь, это ему жить, либо им жить. Поступайте так, как они хотят, потому что в их словах будет самая искренняя истина. И именно так должно происходить. Они сами все про себя знают, все про себя чувствуют. Да, может быть, вам не понравится идея, которую они вам будут говорить, но тем не менее, постарайтесь сделать все так, чтобы ребенок осуществил свою мечту, либо осуществил свое желание. Вот именно, ну, я не знаю, в выборе учебы, либо, может быть, в каких-то там хобби, увлечениях, что-то с жизнью связано. Дальше, мои милые, у кого-то будет предложение внешне очень выгодное, такое прям привлекательное, сладенькое такое, знаете, вкусненькое. Очень сильно вы соблазнитесь. Но внутри, если вот ковырнуть этот тортик, да, там будет гниль и червячки, да, вот такое будет. Прям все перечитывайте, прям будьте крайне внимательны, особенно к бумагам, которые вы подписываетесь. Здесь какой-то человек в маске, может быть, даже группа людей, которые носят маски, попытаются вас обмануть, попытаются вам, как говорится, кота в мешке продать, да? И так они красиво будут все это описывать, так они сладко будут заливать, что вы можете просто и искуситься. Это искушение очень дорого может вам обойтись, в прямом смысле слова. Вы можете потерять, ну, если не все, то практически все. Будьте очень внимательны. Вам вообще на этот год лучше подальше держаться от всех бумажных вопросов, там, где нужно что-то подписывать, там, где нужно что-то вот прям покупать, я не знаю, дорогостоящее, вложения, какие-нибудь там инвестиции и прочее, прочее. Лучше не надо. И то же самое для тех, кто, ну, например, кому пообещают, вот там ты за мной досмотришь, да, я тебе отпишу там имущество свое. Там тоже нужно быть крайне внимательным человеком, потому что там где-то кроется какой-то подвох, какая-то нечестность, да, нечистость там завелась. Здесь нужно очень там прям с профессионалами читать все документы и даже, может быть, ни одного человека привлекать для того, чтобы точно понимать, что происходит, насколько это для меня хорошо и выгодно. Так, милые. У кого будет заключен союз? Я вижу, что здесь будет брак. Брак какой-то неравноправный, что ли, либо между абсолютно разными людьми. Абсолютно разными. Здесь вы как будто бы с разных миров, что ли. Либо с разными статусами. Может быть, разные по возрасту, разные по религии, по национальности. Абсолютно разные люди. У вас будет брак заключен.
либо вы сойдетесь в такие отношения, как будто бы брачные. Притирка у вас, притирка начнется не в этом году, а где-то через 1,5-2 года. А этот год вы будете, и следующий, да, наверное, копить какие-то претензии, какие-то вопросы. Значит, чтобы не разрушить ваш брак, чтобы его, наоборот, укрепить, а не ослабить, чтобы вам не было больно, неприятно, и чтобы по ночам не мучила вас бессонница и вопрос, почему так любимый человек поступает, я вам советую все проговаривать, все проговорить. Все, что не нравится, все, что кажется странным, сомнительным, подозрительным, все проговаривайте. Не бойтесь обидеть человека, не бойтесь показаться глупой. Лучше показаться глупым человеком, чем потом через 2 года разругаться и разбежаться. Понимаете? Здесь все нужно проговаривать. То же самое, если кто-то из вашей семьи будет заключать брак, вас что-то будет смущать в этом браке. То же самое. Ходите, узнавайте, спрашивайте. Не бойтесь, что вас обвинят, что вы лезете в чужую семью, в чужие отношения. Потому что здесь какой-то накопительный эффект идет. Брак сам по себе хороший, крепкий. Да, совершенно разные люди. Здесь очень много вопросов. Но тем не менее, это возможно, это по судьбе, это может быть и счастьем, и долгими годами жизни. Но вот претензии, накопившиеся какие-то обиды и желание типа сохранять, а не разрушать, сыграет злую шутку, либо может сыграть, не дай бог, злую шутку. Дальше. Здесь у женщины ребенок на Луне. Видите, вот она женщина, вот Луна и вот ребенок. Если бы выпала эта картинка в правой стороне, я бы сказала, что будет беременность, что будет рождение. Но у вас выходит в левой стороне. И эта ситуация мне говорит о том, что у многих из вас, кто хотел бы ребенка, может не получиться в этом году. К сожалению, так, да. Могут быть какие-то обстоятельства, либо вскроются какие-то обстоятельства, которые могут негативно сказаться. Да? Может, действительно придется очень много работать для того, чтобы как-то более-менее выбраться из какого-то затруднительного положения, либо ситуации, либо действительно идет шанс заработать деньги, почему нет, почему нужно отказываться. А у других могут по здоровью возникнуть какие-то вопросы, да, которые придется прорабатывать, лечиться, восстанавливаться, проходить, может быть, какие-то курсы лечебные. Вы не должны отчаиваться, вы не должны ставить на себе крест. Ребенок будет. Знак вышел, видите, он на Луне идет. Но не в этом году. Этот год оставьте на то, чтобы себя проработать, да, если нужно подлечиться, если нужно заработать то, что вам Боженька посылает, скажем так, обогатиться. И потом уже в следующем году у вас все пойдет. Потому что знак вышел, значит, беременность будет, ребенок будет. То же самое, девочки, кто хотел бы усыновлением заняться, усыновить ребеночка, в этом году, скорее всего, не получится. Либо вы будете заняты весь год тем, что будете какие-то документы, разрешения, бумаги, шмумаги, все будете это собирать. Вы не расстраивайтесь и знайте, что всему свое время. У нас этот знак, видите, как он вышел в венце. Вот эта часть, вот она, эта часть, да, она отвечает всегда за послание высших сил. То есть это по воле высших сил. Эту волю нельзя обойти. Это, как, знаете, как закон. Вот вышел закон и все. Не пытайтесь быть сильнее Бога. Не пытайтесь противопоставить свою волю обстоятельствам. Вы лишь только потеряете время, очень сильно расстроитесь. Все будет, но не в этом году. Вот что касается именно тех, кто будет желать. Кто забеременел в этом году, в следующем году родите. Легко, просто, тфу-тфу-тфу, да. Еще и, знаете, какая-то беременность вот идет такая легкая. Может быть, даже у вас какие-то патологии есть, но вот как-то легко все пойдет. Прогнозы будут какими-то такими, может быть, не очень, да, хорошими, а все у вас случится замечательно. Вот так я вам скажу. Дальше. У кого родится девочка в этом году? У этой девочки будет очень хорошая судьба в плане семьи, мужа, все у нее хорошо сложится. У кого родится мальчик? Мальчик будет очень талантливый. Мальчик будет, может быть, каким-то деятелем, артистом, спортсменом. То есть мальчик, о котором будут говорить. То есть добьется какого-то большого результата в том деле, которым будет занят. Вот талантливые дети идут. Именно мальчики. А вот девочки, они прирожденные, мамочки, жены.
да, такие хорошие, добрые, заботливые. И еще важный момент касается знакомств. Кто хотел познакомиться, у вас первая половина года располагает к знакомству с очень хорошим человеком. Человеком, который по судьбе, с человеком, который сможет сделать вас счастливой. Поэтому не пропустите, не отказывайтесь от знакомств, не отказывайтесь от встреч, не отказывайтесь от свиданий. Худшее, что вы можете сделать, это закрыться дома. Вам нужно быть в активном поиске, почаще выходить из дома. И даже если мужчина, например, не очень симпатичен, все равно сходите с ним на свидание, просто пообщайтесь. Вам очень важно привлечь в вашу жизнь эту мужскую энергетику. Вам нужно немножечко расслабиться и проще относиться к этим всем свиданиям, проще относиться к мужчинам, потому что вы себя немножечко блокируете. Вот такая возможность, как в этом году, ну, она крайне редко, да, такие возможности появляются. То есть там определенные есть лимиты, да, и определенные отрезки времени. Если вы этот год упустите, просто упустите, откажетесь от этого человека, либо просто весь год дома просидите, то следующая возможность у вас уже будет через несколько лет. Зачем вам это нужно? Вам это не нужно. Поэтому не упускайте возможность, идите, общайтесь и знакомьтесь. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.